Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И с вами я, Вячеслав. Значит, как я в прошлый раз и обещал, к нам приехал гость из города Якутска. И сегодня мы его повезем на последнюю проверку наших сетей. Будем снимать сетки. Вот здание аэровокзала. И вот в этом здании он остановился. Вон там его номер гостиницы. Сейчас он выйдет, и мы поедем. Ну и дальше по аналогии будем разряжать сетки, проверять перемет, проверять перечку. И пораньше приедем сегодня домой. Все. Больше мы на ряпушку не поедем. Некоторые можете радоваться, кому не нравятся сети. Для некоторых я не знаю, будет ли это печальной новостью. Но нынче улов такой. Так, вот Иннокентий приехал из города Якутска. Мой давний друг, коллега и просто хороший человек. Командировку по работе. И сейчас вот будет проверять сети. Сегодняшний улов он заберет с собой. Ну, мы ему отдадим, чтобы он увез и гостил своих. На севере побывать, на севере не привезти рыбки — это грех. Поэтому вот такая сегодня рыбалка будет. Вот так сразу снимается, чтобы пока не замерзла веревка, потому что некоторые у нас без хороха идут. Одна есть, вот. Может, чего еще побольше попадется. В прошлый раз на этой сетке было 9, мы оставили ее. В этот раз не знаю, сколько будет. Вот ватник от Александра Фишнова подошел к гостю. Мне он не подошел, к сожалению, но нашел применение свое. Все. 3 рыбки есть уже у него. 3 рыбки есть. В каждой сетке так будет нормально. Ой, голодная рыба есть. Хороший признак. На той сетке они сейчас проверили, было 10 штук. То есть 3, 10.
Здесь уже 3. Вот и посмотрим, насколько гостеприимная матушка река Лена гостям. Уже пол пакета есть. Уже пол пакета есть. Василий Гаврилович сразу вот заматывает грузило, чтобы так его транспортировать удобно было. Сегодня он отдыхает, сетки не проверяет, ассистирует просто. И сразу сейчас закинем на снегоход и их вывозим. Он стоит, мой снегоход, железный конь. Сегодня ветер южный, температура воздуха холодно. Не то что холодно, так прохладненько. Так, сегодня, значит, сетей мало, поэтому сразу делаем проверку перемета. Сейчас с Иннокентием будем проверять перемет. Ему самое ответственное задание поручим. Значит, подергивания есть небольшие. Сейчас посмотрим, есть рыба или нет. Ну, Иннокентий будет ассистировать. Так, самое ответственное задание ему даем. Вот эту колотушку. Вырубать налимов. Опускай! Есть! Пошел! Все маловато, где-то ничего нету, а? Один-то хотя бы должен быть, да? Золотая середина. Крючок бери. Цепляй его. Снизу, засекай. Засекай резко. Резко засекай. О, есть. Крючок вытаскивай. Вот такого поймал Иннокентий сегодня налима. Ой, килограммов даже не знаю, сколько здесь. Ну сколько тут, на твой взгляд? 7-8 пусть будет. Печень забираешь? Вытаскивай, а? Нет? Ну все тогда. Вот такой нормальный налим. Один есть, начало есть. Так, значит, сейчас будем употреблять налима сразу свежего в конторе. Проводины будем устраивать. Иннокентий завтра улетает, поэтому нужно разделать налима и вытащить у него сразу печень. У меня был там сюжет по выемке печени.
Но могу еще раз показать. Для тех, кто не видел. Делаем 2 надреза. Вот таких вот. Вот они. 1, 2. Все. И надавливаем на пузо. Видите? Печень сама выходит. Вот она. Появилась. И нужно избавиться от желчного пузыря. Это тоже аккуратно вот так делается. Происходит изъятие. Вот и все. Сейчас протерем снегом. И оставим остужаться. Вот такая макса. Можно внутренности сразу почистить. Посмотреть, сколько у него рыбы в желудке. Вот посмотрите, сколько бывает ряпушки в желудке у налима. Сейчас покажу, вот. Вот посмотрите, сколько ряпушек здесь в желудке у налима. Видели? Вот печень макса съедобная. Ну, здесь сейчас быстренько его распотрошу. Внутренности оставлю тут вороном. Налима заберем, печень заберем. Вот такая сегодня рыбалка. Утяжеляем вариатором грузила. Меняем наживку и опускаем. Все. О, хорошая рыба попалась Иннокентию. Вот насколько гостеприимная река Лена, оказывается, а? Ты смотри-ка. Неплохое ему рыбка дала. Отлично. Повезет домой ряпушку, осетринки. Он доволен, посмотрите. Очень доволен, очень доволен. Ну и, как говорится, хорошего помаленечку. Хорошего помаленечку. Ну и это тоже результат. Чем совсем ничего. Итак, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.